основная цель данных кибератак – это непосредственно заработок. Цель у этих атак точно такая же. Таргетированные атаки – это любые нападения киберпреступников на конкретную выбранную ими цель. Такие операции отличаются от массовых атак с помощью вирусов, каких-то роботов, каких-то других вредоносных программ. Жертва выбирается по принципу доступности. То есть, если робот увидел какое-то сопротивление, то он отказывается от этой цели и переключается на другую. С таргетированными атаками по-другому. То есть преступник уже примерно знает, что из себя жертва представляет, какая у нее IT-инфраструктура, и целенаправленно стремится получить результат. Ну и 0,1%, то есть это уже не трапеция, это кибероружие. Это использование программного кода в целях причинения ущерба, перехвата управления, несения неполадок и даже разрушения физических объектов. О каких объектах идет речь? Понятное дело, о компьютерах, компьютерных сетях, а также об объектах производственной, финансовой, энергетической инфраструктуры, военных объектах, везде, где используются какие-то IoT-устройства, ну, либо классические компьютеры, смартфоны, присутствуют какие-то телекоммуникационные сети. Ну, а вы прекрасно понимаете, что сегодня они используются практически везде. Кибервойна может вестись как против военных структур, промышленных объектов, так и против тех же самых IT-устройств. И подразделение устройства так называемого бодинета. То есть это носимые компьютеры, микроустройства, импланты. Наряду с кибервойнами на повестку дня встал кибертерроризм, который может быть направлен на то, чтобы посеять страх и ужас среди населения, так и нанести какой-то точечный удар по конкретному человеку. Конкретный пример – это Дик Чейни, бывший министр обороны и вице-президент США. Он попросил специалистов удаленно отключить свой сердечный имплант, да, от интернета и какие-то внести в него изменения. Ну и это получилось. На самом деле подобные сюжеты появляются постоянно и в поп-культуре, муссируются. В сериале «Родина» такой попадался, в сериале «Элементарно». Ну да, там также кардиостимулятор ломался хакером. То есть без разницы хакерам, чем перехватывать управление, будь это кардиостимулятор или там какой-то беспилотник, да, который сейчас в локальных конфликтах очень часто используют. Если мы говорим про информационную безопасность и не прилагая каких-либо серьезных усилий, ничего не добиться. Ну, я понимаю, что многим из нас, людям, родившимся в Советском Союзе, я главным образом про себя, сама идея платить за что-то, она классово не близка. Но если ничего не предпринимать и не инвестировать, то счастья не будет, а будет только боль, ужас и хаос. Это нужно принять, и с этим нужно жить. С эпидемиями компьютерных вирусов с каждым годом привлекает к себе все больше и больше внимания. Некоторые из них даже прорываются на центральное телевидение. Но, к сожалению, у большинства обывателей огромное количество заблуждений на данную тему. Неадекватная картина мира вызывает не менее ошибочное поведение. И не следует сводить проблему к сломанному смартфону или компьютеру. Следует думать о том, что ценного хранится на ваших устройствах и как ваши данные смогут использовать злоумышленники. Очень часто мне приходится слышать возражения: Валерий, да кому мы нужны? Люди не осознают ценности своих данных, возможностей и производственных масштабов киберпреступников. Сейчас львиную долю вредоносной деятельности выполняют роботы, а не люди. Стоимость работы такого робота равна затратам на интернет и электроэнергию, а производительность в десятки тысяч раз превышает человеческую.
Роботу все равно, кто вы. Банкир, государственный служащий, хипстер, попивающий смузи или домохозяйка. Он просто выполняет свою работу, шпионит, крадет и уничтожает ваши данные. Про угрозы. Кража и уничтожение персональных данных, кража денег при покупках в интернете, раскрытие личной информации, вымогательство, шантаж, удар по репутации. Есть примеры, когда действительно рушатся карьеры, потеря личного имущества, снижение вычислительных мощностей ваших устройств. Самое типичное заблуждение, и с которым приходится постоянно работать. И действительно, каждый год печатается уйма мотивирующих книг, которые помогают людям справляться с одиночеством, для людей, которые считают себя никому не нужными. Так вот, для таких одиноких людей есть хорошая новость. Они нужны. И следующие две цифры это подтверждают. Нужны. Нужны и не только хакерам. Как правило, в ежедневной суете мы даже и не задумываемся о том, насколько окружающему миру нужны наши персональные данные. За этой информацией идет настоящая охота. От ее релевантности зависит успех множества организаций. Маркетологам эта информация помогает оптимизировать свои рекламные бюджеты и показывать нам в интернете именно те товары и услуги, которые именно нам могут быть интересны. Политикам эти массивы информации позволяют делать предвыборные обещания более адресными и понятными. В целом, для любой организации или для любой персоны, ведущей свою деятельность в цифровом мире, данная информация представляет большую ценность. Все это касается и киберпреступных группировок, чей заработок напрямую связан с хищением наших персональных данных. Следует отметить, что в 90% случаев успех их стратегий связан с нашей невнимательностью, доверчивостью или легкомысленностью. Итак, на чем же зарабатывают киберпреступники, похищая информацию о нас? Кому нужен скан вашего паспорта? Давайте вспомним, где этот скан может храниться. Как минимум в вашей электронной почте, в WhatsApp, может быть, кому-то пересылали, через какие-то мессенджеры социальных сетей. Да, ну вот много где можно найти, в облаке где-нибудь хранится скан вашего паспорта. Где злоумышленники и как могут использовать скан украденного паспорта? Ну, во-первых, во многих странах на основании скана можно оформить микрокредит в интернете. Можно с помощью скана паспорта купить товар в рассрочку. Можно зарегистрировать электронный кошелек. Ведь мошенники не светят свои данные в сети. Они регистрируют электронный кошелек на вас и делают свои нехорошие дела. А в случае вскрытия мошеннической схемы, кому придут правоохранительные органы? Да, паспорта, на чье имя оформлен электронный кошелек. Ну вот классическая схема, где мошенник предлагает выкупить родственника, попавшего в беду. Якобы ребенка доставили в отдел полиции, потому что он сделал что-то противозаконное. Да, этот обман распространенный, многие о нем знают. Поэтому лжеполицейский прикрывается данными жертв украденного паспорта. Называет возраст, имя ребенка, ваши паспортные данные, которые якобы пробил по милицейской базе. Ну, да, и уровень доверия к такому звонку гораздо выше, нежели просто вслепую вас пытаются получить какие-то деньги. Кроме этого, можно обманывать с помощью скана паспорта на сайтах объявлений. Ну, к примеру, мошенник размещает объявление о продаже какой-либо дорогой вещи по бросовой цене. Цена привлекательная, то и желающих много. Поэтому аферист настаивает на предоплате, чтобы не терять время, если покупатель вдруг передумает. В качестве гарантии липовый продавец высылает скан паспорта, разумеется, чужого, а после получения денег перестает отвечать на сообщения. Кроме этого, с помощью скана паспорта, ну, даже в нашей стране, можно оформить сим-карту и обманывать других людей, уже не боясь правоохранительных органов. Потому как все вопросы будут также адресоваться настоящему владельцу данного паспорта. Для информации,
На черном рынке стоимость скана паспорта в среднем оценивается в $20. Понятно, все зависит от гражданства. Кому нужна ваша электронная почта? При регистрации в каких-либо информационных системах или социальных сетях вы используете почту. Если хакеры перехватили управление этой почтой, то они автоматически могут перехватить управление всеми этими информационными системами, аккаунтами в социальных сетях, при регистрации которой вы эту почту использовали. Поэтому рекомендую для регистрации в социальных сетях завести отдельную электронную почту. И ни в коем случае нельзя регистрировать социальные сети с рабочей почтой или почтой, связанной с важными сервисами. В первую очередь это касается онлайн-банкинга и других платежных систем. На чем еще зарабатывают хакеры? Ну, например, то, что взламывают почту по заказу ревнивой жены, мужа, парня, девушки, коллеги по работе, соседа, ну, либо каких-то других недоброжелателей. Объявлений о подобной услуге можно найти массу. Причем злоумышленники предлагают условия оплаты по факту. То есть они предоставляют доказательства взлома, как правило, часть переписки, и только убедившись, что все получилось, вы им платите. Стоимость данной услуги, вы видите на экране. Она меняется постоянно в зависимости от разных факторов. Банковские карты вместе с ростом доступности осуществления покупок в интернете растет количество мошенничества в этой области. Злоумышленникам здесь не нужно ничего придумывать для монетизации данного рода данных. Многим интернет-магазинам достаточно номера карты, вашего имени, фамилии для осуществления транзакций. Если вы когда-либо что-либо покупали в интернете, то вы в зоне риска. Ведь, как правило, данные вашей карточки сохраняются на ваших устройствах и на интернет-сайтах, где вы сделали покупку. У граждан Российской Федерации кибермошенники в среднем воруют порядка 5000 рублей в год, а среднегодовые потери юридических лиц исчисляются сотнями тысяч рублей. Ну, то есть цифры такие достаточно интересные. Согласно действующего законодательства в Кыргызской Республике, в случае кражи денег с вашего счета в результате использования систем мобильного или онлайн-банкинга, вопрос компенсации находится исключительно на совести вашего банка. И дело тут не только в вопросах законодательной базы или желания, либо нежелания банка компенсировать потери. Зачастую сам пользователь онлайн-банкинга крайне беспечно относится к вопросам безопасности. Например, не вытаскивает токен из компьютера после завершения операции, пишет логин и пароль от системы на стикере и клеит на монитор или под клавиатуру, либо используют слишком простой пароль. Так, про социальные сети понятно. Все то же самое, что и с электронной почтой. Посылать зараженные ссылки по всей базе взломанных аккаунтов, так называемые армии троллей. Но от вашего лица будет даваться та или иная оценка тех или иных политических и других событий, освещаемых в медиапространстве. Стоимость такого аккаунта зависит от уровня его социализации, от количества друзей, авторитет общественный и прочее. Сфера развлечений развивается очень динамично. Глобальный рынок оценивается экспертами в 170 миллиардов долларов и растет примерно 10% каждый год. Естественно, что такой большой рынок не мог остаться без внимания хакеров. Практически любая современная игра подразумевает постепенное развитие игрового персонажа. Процесс его развития зависит от усердия, скорости реакции, стратегического и операционного мышления игрока, а также от времени, которое игрок проводит за игрой. Кроме этого, форсировать процесс развития можно за настоящие, а не за игровые деньги. В игровой индустрии
уже давно сложился рынок по продаже прокачанных игровых персонажей. Таким образом, злоумышленникам достаточно узнать логин и пароль игрового аккаунта игрока для того, чтобы потом попытаться его кому-либо перепродать. Стоимость персонажа зависит от степени его развития и может составлять от нескольких долларов до десятков тысяч. Мобильную угрозу осуществлять скрытую аудио-видеозапись ваших устройств, перехват голосового трафика, маршруты движения, то есть к вашему устройству может осуществляться DDoS-атака, вороваться личная информация, и полностью злоумышленники могут перехватить управление вашим устройством. А как узнать, прослушивает меня кто-то или нет? Я вам расскажу про дедовский способ. Делается это с помощью специальных комбинаций. На телефоне код, на экране вы видите звездочка, решетка, 21 решетка, и нажимаем вызов. После того, как вы это сделаете, высвечивается сообщение, которое показывает, переадресовываются ли ваши данные, звонки, смс и прочее, или нет. Если ваш телефон прослушивается, тогда вводим следующий код, который отвечает эту прослушку, и набираем код и жмем вызов. На самом деле, так уж редко кого прослушивают, так как абоненты мобильных операторов, мессенджеры, в которых, как правило, есть сквозное шифрование трафика, чаще фотографии хранятся в социальных сетях, на компьютерах, телефонах, на жестких дисках, где угодно, только не печатаются и не вклеиваются в фотоальбом. Преступники придумали массу автоматизированных алгоритмов, которые позволяют оценить критичность и ценность данных своих жертв и выставить справедливую, по их мнению. Многие из вас слышали о шифровальщике WannaCry и других печально известных вирусах и инцидентах. В настоящий момент существуют целые подпольные лаборатории, позволяющие собрать нужную комплектацию подобного зловреда, исходя из региона распространения, цифровых привычек населения, уровня цифровой грамотности среднестатистического пользователя интернета. Данная индустрия приносит участникам баснословные деньги. Если у рядового обывателя на устройстве находится очень много критической ценной информации, то что говорить об организациях и предприятиях? Ценность данных растет с каждым годом, и преступники это прекрасно понимают. По данным разных компаний, количество шифровальщиков в 2019 году по отношению к 2018 выросло на 40%, а размер требуемого выкупа взлетел с $8 тысяч до $84 тысяч. Так, а история теперь про меня. Езжу часто в командировке, да? В этой фотографии имеет какое-либо отношение к вопросам информационной безопасности. Подскажу. Это сумка, которая лежит мой ноутбук. На компанию приходят вот такие вот счета огромные. Почему ты, Валерий, не пользуешься Wi-Fi в гостинице? Я говорю, вы не слышали про такую атаку и кибергруппировку Dark Hotel. И рассказываю, топ-менеджер крупной компании останавливается в дорогущем отеле. Топ-менеджер размещается в отеле, открывает ноутбук, подключается к Wi-Fi, передается по этому Wi-Fi, а становится достоянием хакеров. Нельзя пользоваться публичным Wi-Fi. Как это получается у хакеров? Отсутствие навыков кибергигиены. У многих антивируса нет, нелицензионное программное обеспечение, кибергигиена, базовые технические средства защиты. Не уверен, не делай. К самым разным действиям в интернете. Если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше этого не делать. Криптостойкий пароль. Чем сложнее пароль, тем лучше. Нельзя использовать один и тот же пароль для регистрации во всех аккаунтах. Нужно быть аккуратнее с ссылками. Рекомендую, насколько текст сообщения соответствует манере коммуникации отправителя. Наведите на ссылку курсор и увидите полный адрес, куда эта ссылка ведет. Заклеиваем камеру. Шифрование. Использует данный способ защиты информации. Необходимо
регулярно осуществлять резервное копирование. Про методы, которые используют хакеры. Это скрытая сеть, данные передаются в зашифрованном виде, трудно обнаружить. Продаются там и фальшивые паспорта, и дипломы, наркотики, оружие. Они передаются с помощью заклада. Любая мошенническая схема состоит из следующих этапов. Первое. Сбор информации о жертве. Объем работы над которым зависит от цели. Например, если цель воровство электронной почты, именем, фамилией или номером телефона. В случае воровства крупной суммы у одной или нескольких жертв максимально глубока, начиная от производителя антивируса и заканчивая предпочтением в музыке, пище и так далее. Следующий этап – это поиск условия для воздействия. Мошенники должны обеспечить ответную реакцию жертвы. Открытие вложения в письме, которое пришло по электронной почте, переход по ссылке. Обеспечить ответную реакцию жертвы возможно множеством способов, эксплуатируя слабости и потребности жертвы. Следующий этап – это принуждение к действию. После того, как контакт с жертвой налажен, как это делают преступники? Обещают награду за действие, шантажируют. Например, угроза разослать всем родственникам, друзьям видео, якобы записано с камеры вашего смартфона или ноутбука. Много разных вариантов. Злоумышленник может, очень часто происходит, действовать от имени банка, государственного учреждения, вашего работодателя, требовать от вас предоставления какой-либо важной информации, получения результатов. Злоумышленники продолжают оставаться на связи даже после того, как их основная цель была достигнута. В процессе атаки они могли получить компрометирующую вас информацию, продолжать вас шантажировать. Ты мне, я тебе. В воскресенье, 9 часов утра, вам звонит срочно приехать на работу, ввести свой логин и пароль. Или просто продиктовать его по телефону, чтобы системный администратор мог установить все программное обеспечение удаленно. Как правило, большинство людей подарочки. Схема работает и в онлайне, и в офлайне. Туристов очень часто обманывают. В городе Стамбул повсеместно предлагается услуга чистки обуви. И мелкие мошенники используют образ бедного чистильщика обуви для своего заработка. Из ящика вываливается щетка для чистки обуви. Турист, желая помочь, поднимает щетку и отдает ее чистильщику. Однако, после того, как обувь почищена, чистильщик просит несоизмеримо большую сумму за оказанную услугу. В мире цифровом данная схема тоже нашла свое применение. Как хранить эти данные, чтобы они были в максимальной безопасности? Никак. То есть к этому нужно быть готовым. То есть всегда приходится чем-то жертвовать, разграничивать как-то информацию. Что вы порекомендуете пользователям MacBook'ов, как себя, защитить? Действительно, и факты эпидемий на Mac'е. Их меньше, чем на Windows, это однозначно. Но одно дело вирусы. Снизить риски все-таки, наверное, и на Mac тоже антивирус установить можно. Про фишинг простыми словами. Это способ, с помощью которого хакеры тем или иным способом пытаются завладеть вашим логином и паролем, отправляют вам письма на электронную почту, в которых, к примеру, просят пройти по ссылке, чтобы увеличить объем вашего хранилища в Google облаке, да? Но на самом деле вы по этой ссылочке проходите, вбиваете свой логин и пароль, они уходят злоумышленникам. Очень часто мы смотрим сериальчики, там всплывает окошечко, которое просит там с чем-то согласиться, ты доверчиво кликаешь и тем самым разрешаешь. Да, довольно смотришь серию, у тебя там все куда-то что-то там. Нужно быть аккуратнее. Как проверить, есть ли прослушка на телефоне? Да, все. Технически проверить достаточно непросто. Данная история, она не дешевая, минимизировать риски прослушки. Но, во-первых, периодически рекомендуется сбрасывать ваше устройство на заводские настройки.
быть очень аккуратнее со всякими ссылочками про Android. Есть версии, которые Google уже не обновляет. Вот эти вот версии операционных систем использовать нельзя.